Папа, ужин завтра отменяются, не приезжай. Меня зовут Евгений Петрович Романов, мне 73 года, я вдовец уже 2 года, и я расскажу вам историю, которая навсегда изменила мою жизнь. Но сперва скажите, из какого города вы меня слушаете, и поделитесь этой историей с теми, кому нужно ее услышать. Потому что то, что случилось, не должно произойти ни с одним дедом. Именно эти слова сказала мне по телефону моя дочь Марина. Сухо, без объяснений, без извинений, словно отменить ужин в честь дня рождения ее мужа — это так пустяк. Марина — моя младшая дочь, любимица. С самого детства она была для меня особенной. Ее мама Надежда, царствие ей небесное, всегда ругала меня за то, что я слишком ее защищал. «Женя, ты ее избалуешь», — говорила она. Но я ничего не мог с собой поделать. В этой девочке было что-то, что растапливало мое сердце. Звонок раздался в четверг днем. Я сидел в своей маленькой гостиной и смотрел новости, как и каждый день. Дом у меня простой, небольшой, не роскошный, но мой. Я выплатил за него 40 лет, работая на стройке. Каждый рубль, потраченный на этот дом, был заработан моими мозолистыми руками и больной спиной. Когда зазвонил телефон, я подумал, что это Марина звонит уточнить детали на завтра. Это был 50-й день рождения Романа, ее мужа, человека, который... Впрочем, это другая история. «Здравствуй, доченька. Как ты?» «Нормально, пап. Я звоню предупредить, что ужин завтра отменяется. Не приезжай». Я почувствовал, как по телу пробежал холодок. Дело было не только в том, что она сказала, а в том, как она это сказала. Холод в ее голосе, будто она разговаривала с незнакомцем. «Отменяется? Что-то случилось, Марина?» «Нет, ничего себе». «Ты уверена, дочка? Если Рома болен, я могу...» «Нет, пап, серьезно. Все в порядке, ему просто нужно отдохнуть. Я наберу на следующей неделе, договоримся». Она повесила трубку. Я остался сидеть с телефоном в руке, чувствуя странную пустоту в груди. За 48 лет брака Надежда всегда говорила, что у меня шестое чувство на неприятности. «У тебя нюх, как у старого пса, Женя», — смеялась она. И в тот день мой нюх старого пса подсказывал, что что-то не так. Этой ночью я почти не спал. Снова и снова прокручивал в голове разговор, голоса, которые, как мне показалось, я слышал на фоне спешку Марины повесить трубку. Роман никогда не болел. Он был из тех мужчин, что хвастаются, будто никогда не ходят к врачам. В пятницу утром я проснулся рано, как всегда сварил себе кофе, сел в любимое кресло и принял решение. Может, я сошел с ума, может, напридумывал себе, но я должен был узнать правду. Я поехал на рынок и купил все для приготовления роскошного мясного пирога, любимого блюда Романа. Потратил почти 5000 рублей. Деньги для меня не лишние, но я всегда с удовольствием тратил их, когда дело касалось семьи. Потом заехал в цветочный к моему куму Игорю и заказал красивый букет, еще 3000 рублей. В общей сложности 8000 рублей, которые я вложил в торжество, которое якобы было отменено. «Букет для кого, кум?» — спросил Игорь, собирая цветы. «Для Романа, у него же день рождения». Игорь странно на меня посмотрел. Я рассказал ему о звонке Марины накануне, но не о том, что ужин отменили. Да, но у меня предчувствие, что что-то не сходится. Мой кум знает меня 30 лет. Он понимает, когда я говорю серьезно. Евгений Петрович, будь осторожен. Иногда лучше не знать некоторых истин.
Но я уже все решил. Я всегда был частью этих праздников. Мне всегда были рады. Что же изменилось? Я подъехал к их району ровно в 7, в то самое время, на которое был назначен ужин. Припарковался напротив дома и тут же понял, что был прав. Вокруг было полно машин, очень много машин, и некоторые я узнавал. И в этот момент я убедился в том, что мое сердце уже знало. Моя дочь мне солгала. Я стоял там, напротив дома, который я помогал им купить, и смотрел на все эти припаркованные машины. Машину моего сына Михаила, машину моего кума Игоря, машины соседей Марины и даже машину моей сестры Галины. Все праздновали, все, кроме меня. С цветами в одной руке и пирогом в другой я медленно пошел к парадной двери. Каждый шаг отдавался болью, будто я шел по битому стеклу. Музыка становилась громче, смех отчетливее. Это была настоящая вечеринка. Я остановился перед деревянной дверью, которую я сам покрывал лаком 3 года назад. Когда Марина и Роман переехали в этот дом, я был первым, кто пришел им на помощь. Я красил стены, чинил трубы, устанавливал светильники. Мои руки построили часть того счастья, что царило внутри этого дома, а теперь я стоял снаружи, изгнанный, как чужой. Я глубоко вздохнул и постучал. Изнутри послышались шаги. Музыка стихла. Я услышал, как Марина спросила с той стороны: «Кто там?» «Это я, доченька, твой папа». Молчание. Молчание, которое длилось вечность. Я слышал шепот внутри, обеспокоенные голоса. Словно мой приход был катастрофой. Наконец дверь открылась. На пороге появилась Марина с натянутой улыбкой. На ней было ее синее платье, то самое нарядное, для особых случаев. В этот момент, словно судьба решила посмеяться над нами, изнутри донесся громкий хохот. Безошибочно узнаваемый смех Романа. Тот самый смех, который я слышал на стольких семейных застольях. Марина покраснела. Вся залилась краской. «Марина, ты мне объяснишь, что происходит?» Мой голос прозвучал серьезнее, чем я хотел. Но злость уже подступала к горлу. Не столько из-за лжи, сколько из-за унижения. Из-за того, что я чувствовал себя псом, которого выгнали из дома. «Пап, это сложно. Сложно? Что может быть сложного в дне рождения моего зятя?» Изнутри послышались другие голоса. Я узнал голос Михаила, моего старшего сына, голос моей сестры Галины, голоса моих кумовьев. Все были там. Праздновали. Без меня. «Пусти меня, Марина». «Нет, пап, лучше приходи завтра и...» «Марина Евгеньевна Волкова». Я назвал ее полным именем, как в детстве, когда она делала что-то плохое. «Пусти меня. Сейчас же». Дочь посмотрела на меня теми глазами, которые я знал с ее рождения. Теми глазами, что молили о прощении еще до того, как я узнавал, в чем дело. Она вздохнула и отступила в сторону. Я вошел в дом. То, что я увидел, разбило мне сердце. Это был настоящий праздник. Золотые шары под потолком, длинный стол, заставленный едой, шоколадный торт с 50 свечами, гора подарков в углу. И все они были там, вся моя семья, все близкие друзья. Когда я вошел, воцарилась гробовая тишина. Роман стоял в центре гостиной с бокалом вина в руке в новой рубашке.
Он совсем не выглядел больным, наоборот, выглядел лучше, чем когда-либо. Михаил, мой старший сын, отреагировал первым. «Не ждали меня на дне рождения моего зятя?» Роман, именинник, молчал, попивая вино и наблюдая за сценой, словно смотрел неинтересный фильм. Я поставил цветы и пирог на главный стол. Все смотрели на меня так, будто я положил бомбу. Я принес мясной пирог, любимый Романа, и цветы для украшения. Никто ничего не сказал. Атмосфера была такой напряженной, что казалось, ее можно резать ножом. И тут я заметил то, от чего у меня застыла кровь в жилах. На столе, где были сложены подарки, я увидел несколько кредитных карт. Там лежала моя кредитная карта. Та, которую я одолжил Марине в прошлом месяце на неотложные нужды, о которых она так и не рассказала толком. «Марина, это не моя карта?» Моя дочь проследила за моим взглядом и занервничала еще больше. «Да, пап. Просто мы хотели сделать Роме сюрприз и все оплатить моей картой, не спросив меня». Тишина стала еще более гнетущей. Наконец заговорил Роман. «Евгений Петрович, не волнуйтесь, мы вам все вернем». «Вернете мне? Вернете что?» Марина с отчаянием посмотрела на Романа, умоляя его замолчать. «Ужин, напитки, некоторые подарки», — сказал Роман с улыбкой, которую мне захотелось стереть с его лица кулаком. «Меня выставили с дня рождения зятя, но мои деньги пригласить не забыли». Слова вылетели из моего рта, как пули. Каждое было заряжено всей той злостью и разочарованием, что я чувствовал. Михаил попытался вмешаться. «Пап, это не то, что ты думаешь. Не то, что я думаю? Тогда что это, Михаил? Объясни мне, что это?» Я указал на всю комнату, на праздник, на гостей, на кредитную карту. Взял ее и убрал в бумажник. «Сколько вы потратили?» Роман и Марина переглянулись. «Пап, это не важно». «Важно, Марина, сколько?» «Около 80 тысяч рублей», — пробормотала моя дочь. 80 тысяч рублей. Почти 4 мои пенсии. 4 месяца моих денег на праздник, на который меня не пригласили. Я почувствовал себя так, словно получил пощечину. «Очень хорошо», — сказал я со спокойствием, которого сам в себе не узнавал. «Очень хорошо». Я направился к двери. Все смотрели на меня, не зная, что делать или говорить. Перед тем, как выйти, я обернулся и посмотрел на всех, на свою дочь, на сына, на сестру, на кумовьев, на Романа. Наслаждайтесь праздником, наслаждайтесь моими деньгами и наслаждайтесь празднованием без меня. Я вышел из этого дома и закрыл за собой дверь, но не ушел. Я остался стоять в саду под светом луны, глядя на этот дом, откуда доносилась музыка и смех, где моя семья продолжала праздновать, как ни в чем не бывало. И именно там, стоя в этом саду, я принял самое важное решение в своей жизни. Я собирался преподать им урок, который они никогда не забудут. Я стоял в саду и смотрел на этот дом, где моя семья продолжала праздновать без меня. Музыка заиграла громче, словно мой уход снял с них какой-то груз, словно теперь-то они могли веселиться спокойно. Злость кипела у меня в жилах, но это была не слепая ярость, а холодный расчет.
Тот самый, что помогал мне выжить 40 лет на стройке, где, если не соображаешь быстро, на голову может свалиться балка. Я достал мобильный и позвонил в банк. Хоть было уже 8 вечера, я знал, что автоматическая служба работает круглосуточно. Чтобы сообщить о краже или несанкционированном алкоголь, еда, подарки, которые они купили, все. Но это было только начало. Я пошел к своей машине, но прежде чем сесть, набрал другой номер. Номер моего кума Игоря из Цветочного. «Алло? Игорь, это Евгений. Помнишь букет, что я у тебя для Романа заказывал?» «Да, кум. Что случилось? Не понравился?» «Нет, Игорь. Цветы прекрасны. Но мне нужна твоя услуга. Ты можешь отменить сегодняшний платеж?» «Отменить? Что-то серьезное? Я потом объясню. Можешь отменить?» «Ну да. Раз ты платил картой, и это было сегодня, я могу сделать отмену. Но, кум, ты в порядке?» «Я в полном порядке, Игорь. Сделай, пожалуйста. А завтра я все объясню». Я повесил трубку и позвонил мяснику, у которого покупал мясо для пирога. Потом продавцу, у которого брал овощи. Одного за другим я обзвонил всех, отменив все платежи, сделанные в тот день. Все, что я потратил на это торжество, куда меня не пустили. Пока я звонил, я видел в окне дома движущиеся тени, танцующих людей, мою семью, наслаждающуюся моим отсутствием. Закончив с отменами, я сел в свою Ниву и медленно поехал домой. Но голова моя работала на полной скорости, планируя каждый следующий шаг. Я приехал домой в 9 вечера, в тихий, пустой дом. Но, по крайней мере, честный. Не то что тот праздник, полный лжи, свидетелем которого я только что стал. Я сел в свое любимое кресло, то, что Надежда подарила мне на 60-летие, и достал свою записную книжку. Эту старую книжку, полную номеров и адресов, которую я вел на протяжении 73 лет жизни. Я нашел номер Федора. А что? Насколько сложно его изменить? На том конце провода повисла пауза. «Евгений Петрович, что-то случилось с детьми?» «Случилось, Федор. Случилось то, что открыло мне глаза так, как я и не думал. Хочешь приехать завтра в контору обсудить?» «Да, но я хочу, чтобы ты знал уже сейчас. Я собираюсь внести большие, очень большие изменения». «Хорошо, Евгений Петрович. Жду тебя в 10 утра». Я положил трубку и остался сидеть в тишине своего дома, думая обо всем, что я построил за свою жизнь. Дом, в котором я жил, сбережения, которые я копил рубль к рублю, машина, те немногие участки земли, что я смог купить за эти годы. Все это я предназначал своим детям, Марине и Михаилу, чтобы, когда меня не станет, у них было с чего начать или продолжить свою жизнь. Но в тот вечер, видя, как они со мной обошлись, я осознал то, о чем Надежда говорила мне много раз, а я никогда не хотел слушать. «Женя, ты им все даешь так легко, что они перестали что-либо ценить». Моя Надежда всегда лучше меня разбиралась в людях, даже в наших собственных детях. На следующий день, в субботу, я проснулся в 6 утра, как обычно. Сварил кофе, прочитал газету и к 9 уже был готов ехать в контору к Федору Семеновичу. Но сначала я решил заехать в одно место. Я поехал к дому Марины. Хотел посмотреть, что осталось от вчерашнего праздника.
Хотел увидеть последствия моих отмен. Когда я подъехал, картина была именно такой, как я и ожидал. Роман стоял на лужайке перед домом и с отчаянием на лице говорил по телефону. Марина стояла рядом и плакала. Я припарковался напротив дома, опустил стекло своей Нивы и стал наблюдать. Роман повесил трубку и что-то крикнул Марине. Я не расслышал, что именно, но по его жестам это был... Роман обернулся и увидел меня. Его лицо побагровело от ярости. Он зашагал к моей машине твердыми шагами, будто хотел меня ударить. Я полностью опустил стекло и ждал его со спокойствием человека, который точно знает, что делает. «Евгений Петрович, что ты наделал?» — заорал он, еще не дойдя до моего окна. «Доброе утро, Роман. Как спалось? Прошла твоя вчерашняя хворь? Не строй из себя шута. Почему ты отменил платежи? Ты нас опозорил перед всеми поставщиками». «Отменил платежи? Не понимаю, о чем ты, Роман». Мое невинное лицо вывело его из себя еще больше. «Мясо, которое вы покупали, цветы, все нам звонят и говорят, что платежи отклонены». «А, это, да, это я отменил». «Почему ты это сделал?» «Потому что вчера я понял, что произошла ошибка». «Какая ошибка?» «Ошибка была в том, что я думал, будто вы хотите, чтобы я был частью вашей семьи». Роман замолчал. Подошла и Марина с опухшими от слез глазами. «Папа, мы можем это исправить?» — спросила моя дочь надломленным голосом. «Исправить что, Марина? Что вы мне солгали? Что потратили мои деньги на праздник, куда меня не позвали? Что обошлись со мной как с обузой? Пап, все было не так. Все было именно так, дочка. Именно так». Я поднял стекло и завел двигатель. «Но вы не волнуйтесь», — крикнул я им из машины. «Это только начало». Я поехал в контору к Федору Семеновичу с улыбкой на лице. Первая часть моего плана сработала идеально. Но то, что ждало их дальше, будет гораздо, гораздо лучше. Я прибыл в контору к Федору Семеновичу ровно в 10 утра. Он ждал меня со свежесваренным кофе и тем серьезным выражением лица, которое у него появлялось, когда предстояло обсудить что-то важное. Мы с Федором... «Рассказывай, что случилось?» Я рассказал ему все, от звонка Марины до утренней сцены перед ее домом. Федор слушал, не перебивая, время от времени кивая и делая пометки в своем неизменном желтом блокноте. «Евгений Петрович, я понимаю твою злость. Любой отец почувствовал бы себя преданным. Но изменение завещания — это очень серьезное решение. Ты уверен, что хочешь это сделать?» Его вопрос был справедлив, но я уже всю ночь думал об этом. «Федор, я 50 лет работал, чтобы дать своим детям лучшее. Оплатил им образование, помог с жильем, давал деньги в долг каждый раз, когда они просили. Но вчера я понял, что они видят во мне не отца, а свой банк». Федор что-то еще записал в блокнот. «Какие конкретные изменения ты хочешь внести?» «Я хочу полностью вычеркнуть Марину из завещания. Все, что предназначалось ей, пусть пойдет на благотворительность в какой-нибудь дом престарелых, где стариков действительно ценят. А Михаил это будет зависеть от того, как он поведет себя в ближайшие дни. Если он будет защищать то, что сделала его сестра, он тоже останется ни с чем». Ручка Федора замерла. «Евгений Петрович, это радикально. Жизнь — радикальная штука, Федор. Я это вчера вечером понял. Мы провели 2 часа, составляя изменения.
Федор объяснил мне каждую юридическую деталь, каждое последствие, каждую оговорку. В конце я подписал документы с тем же спокойствием, с каким 50 лет назад подписал свою первую зарплатную ведомость. «Документы будут готовы на следующей неделе», — сказал Федор, убирая бумаги. «Евгений Петрович, ты скажешь детям об этих изменениях?» «Пока нет. Сначала я хочу посмотреть, способны ли они искренне. Возможно, потому что впервые за долгое время я принимал решения, основываясь на том, как со мной обращаются, а не на том, как я надеялся, что со мной будут обращаться. Я поехал в центр города и припарковался у кафе, где мы с Надеждой обычно завтракали по воскресеньям. Я вошел, заказал кофе и яичницу и сел за наш обычный столик. Официантка тетя Рая знала меня много лет. «Евгений Петрович, здравствуйте. Давно вы один не заходили?» «Здравствуйте, Раиса. Я в порядке, лучше, чем был за долгое время». Пока я завтракал, зазвонил телефон. Это был Михаил, мой старший сын. «Пап, мы можем поговорить?» Марина рассказала мне, что вчера произошло. «Конечно, сынок, где встретимся?» «Могу приехать к тебе домой сегодня, часам к 4. Жду». Я повесил трубку, гадая, какую версию истории Марина рассказала брату. Наверняка ту, где она жертва, а я старый сумасброд, испортивший праздник из-за недоразумений. Я приехал домой в полдень и принялся за уборку. Не потому, что было грязно, а потому, что нужно было занять руки, пока мой разум переваривал все, что я натворил за последние 24 часа. Ровно в 4 часа Михаил постучал в дверь. Он пришел один, что было хорошим знаком. Лицо у него было серьезное, но не агрессивное. Мы сели в гостиной на тех самых диванах, где он, будучи ребенком, делал уроки. «Пап, Марина очень подавлена. Она с прошлой ночи не перестает плакать». «И что ты хочешь, чтобы я с этим сделал, Михаил?» «Чтобы ты ее простил. Чтобы вы уладили это как семья». «Как семья? Ты был на том празднике, Михаил?» Сын опустил взгляд. «Да». «Ты знал, что Марина сказала мне, что все отменили?» «Нет, то есть да, но я думал, ты думал, что?» «Всегда звонишь, всегда спрашиваешь, что мы делаем. Михаил, у тебя есть дети? Ты же знаешь, что да. Тебе бы понравилось, если бы, когда ты состаришься, твои дети считали тебя навязчивым за то, что ты хочешь быть с ними». Михаил долго молчал. «Пап, дело не в этом. Именно в этом, сынок. Именно в этом. Вы видите мою любовь как обузу. Не говори так. Тогда как это объяснить? Как объяснить, что вся моя семья была на том празднике, кроме меня? Как объяснить, что вы потратили мои деньги на торжество, на которое меня не пригласили?» Михаил попытался защититься. «Это с деньгами была идея Романа. Марина не хотела брать твою карту, но он сказал, что ты и не заметишь». «Я не замечу. Я настолько глуп, что не проверяю свои банковские выписки. Не в этом дело, пап. Тогда в чем, Михаил? Объясни мне, потому что я уже не понимаю, как устроена эта семья». Мой сын встал с дивана и начал ходить по комнате. Это была его манера думать, когда он нервничал, точно как в юности. «Пап, Роман сказал, что лучше отпраздновать без тебя, потому что ты вечно все критикуешь, вечно находишь что-то плохое в том, что он делает. И ты с этим согласен?» «Нет, но я и не хотел создавать проблему. Михаил, знаешь, в чем разница между тобой и мной? В чем? В том, что я всегда защищал свою семью, даже когда они были неправы. А вы не защищаете меня, даже когда я прав.
Эти слова повисли в воздухе, как дым. Михаил снова сел, но на этот раз он казался меньше, моложе, как тот мальчик, который искал утешение в моих объятиях, когда ему снились кошмары. «Пап, что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я хочу, чтобы ты ответил на один вопрос. Предельно честно. Хорошо. Ты считаешь, что то, что они сделали, это правильно?» «Я не хочу, чтобы ты что-то делал. Я просто хотел знать, остался ли у меня хотя бы один сын, который может признать, когда что-то не так». Сын встал, чтобы уйти. В дверях он обернулся ко мне. «Пап, ты простишь Марину?» «Это, — сказал я, — вопрос, на который ответит только время». Когда Михаил ушел, я остался сидеть в своей гостиной, глядя на семейные фотографии, висевшие на стенах. Фотографии из дней рождения, Нового года, выпускных, счастливые моменты, которые теперь казались воспоминаниями из другой жизни. В ту ночь, перед тем, как лечь спать, я набрал последний номер того самого дома престарелых «Радость жизни», куда я решил пожертвовать наследство Марины. «Добрый вечер», — говорит Евгений Петрович Романов. «Я хотел бы договориться о встрече, чтобы обсудить пожертвование». Вторая фаза моего плана была в действии. В понедельник утром я проснулся со странным чувством. Впервые за 2 года, с тех пор, как не стало надежды, я встал без той тяжести, что сопровождало меня каждое утро. Словно я сбросил груз, о котором даже не подозревал. Я сварил кофе, прочитал газету и в 9 утра уже ехал в дом престарелых «Радость жизни». Директор, женщина лет 50 по имени Анна Викторовна, встретила меня в своем кабинете. Это было скромное, но чистое помещение со стенами, украшенными фотографиями постояльцев и атмосферой, дышащей спокойствием. «Евгений Петрович, очень рада с вами познакомиться. По телефону вы сказали, что хотели бы сделать пожертвование». «Верно, Анна Викторовна. Но сначала я хотел бы осмотреть это место, посмотреть, как здесь обращаются со стариками». Анна Викторовна улыбнулась так, что я почувствовал, я в правильном месте. «Конечно, с удовольствием покажу вам наше учреждение». Мы обошли весь пансионат. Комнаты были маленькие, но достойные. На кухне пахло домашней едой. Во дворе несколько стариков играли в домино в тени дерева. Сотрудники обращались с жильцами с уважением, с искренней теплотой. «Сколько стариков здесь живет?» — спросил я Анну Викторовну, наблюдая за группой, которая делала легкую гимнастику в саду. «Мы рассчитаны на 60 человек, но сейчас из-за финансовых трудностей можем содержать только 40. Многие семьи не могут платить взносы полностью, а у нас не хватает духу их выгонять. И как же вы держитесь?» «С большим трудом, Евгений Петрович. На пожертвования, лотереи, мероприятия. Делаем, что можем». В этот момент я понял, что принял правильное решение. С этими стариками, забытыми своими семьями или брошенными на произвол судьбы, обращались с большим достоинством, чем со мной в моем собственном доме. «Анна Викторовна, я хочу сделать крупное пожертвование, очень крупное. Но мне нужно, чтобы какое-то время это оставалось в тайне». «О какой сумме идет речь, Евгений Петрович?» «Примерно о 2 миллионах рублей». Лицо Анны Викторовны совершенно изменилось. Она надолго замолчала, переваривая услышанное. «Евгений Петрович, эта сумма полностью изменит это место. Мы сможем принять больше стариков, улучшить условия, нанять больше персонала. Именно этого я и хочу, но, как я уже сказал, это должно оставаться в тайне, пока я не сообщу вам». Мы вышли прогуляться по саду, пока Анна Викторовна рассказывала мне обо всех проектах, которые можно было бы осуществить на эти деньги.
Во время ее рассказа у меня зазвонил телефон. Это была Марина. Я сбросил. Телефон зазвонил снова. Я выключил его. Анна Викторовна заметила мой жест. «Семейные проблемы, Евгений Петрович?» «Вроде того, Анна Викторовна, поэтому я и здесь». Мы вернулись в ее кабинет и начали обсуждать юридические детали. «Евгений Петрович, могу я спросить, что побудило вас сделать это пожертвование? Моя семья преподала мне в эти дни очень ценный урок. Она научила меня разнице между тем, чтобы любить кого-то, и тем, чтобы ценить кого-то. Когда я вышел из пансионата, было уже почти 12 дня. Я включил телефон и увидел 17 пропущенных вызовов. 5 от Марины, 8 от Михаила, 2 от сестры Галины и 2 с незнакомых номеров. Также было 11 сообщений в мессенджере. Я читал их одно за другим, сидя в своей Ниве. Марина. «Папа, пожалуйста, ответь. Нам нужно поговорить». Михаил. «Папа, Марина в отчаянии. Говорит, что-то еще случилось. Что ты сделал?» Галина. «Женя, твои дети очень обеспокоены. Позвони мне». Марина снова. «Пап, я была в банке. Мне сказали, что ты заблокировал карту. Роман в ярости. Поставщики требуют, чтобы мы заплатили». Михаил. «Пап, Роман ездил к тебе домой. Тебя не было. Ты где?» Последнее сообщение было от Марины, отправленное всего час назад. «Пап, если ты не ответишь, я пойду в полицию. Это уже ненормально». Я улыбнулся. Марина всегда была склонна к драматизму, но угрожать полицией — это было что-то новое, даже для нее. Я набрал номер Михаила. «Пап, ты где? Мы пытаемся дозвониться до тебя все утро». «Я в порядке, Михаил. Улаживал кое-какие дела». «Какие дела?» «Марина говорит, что у тебя больше нет кредитной карты, что ты закрыл все свои счета». «Я не закрывал все свои счета, только ту карту, которой вы пользовались без моего разрешения». «Пап, поставщики давят на Марину и Романа, чтобы они заплатили за праздник, угрожают судом. И какое это имеет ко мне отношение? Но они думали, что ты покроешь все расходы». Михаил. «Да, я тебе кое...» «Пап, ты понимаешь, что разрушаешь жизнь собственной дочери?» «Нет, Михаил, я ничего не разрушаю. Я просто перестал решать проблемы, которые они сами себе создают». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что годами я спасал их от последствий их же решений. Займы, которые они мне никогда не вернули. Расходы, которые я покрывал без их просьбы. Проблемы, которые я решал, не получая благодарности. Но больше этого не будет». «Пап, ты слишком суров». «Суров, Михаил? Знаешь, что такое сурово? Сурово — это 40 лет работать, чтобы дать своим детям лучшее, а в ответ они вычеркивают тебя из своей жизни». Михаил вздохнул на том конце провода. «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» «Ничего. Я не хочу, чтобы вы что-то делали. Я просто хочу, чтобы вы несли ответственность за свои поступки, как взрослые люди. А если Марина не сможет заплатить, если на нее подадут в суд, тогда она усвоит, что у лишений есть последствия». Я повесил трубку и поехал домой. Когда я подъехал, у моего дома была припаркована машина. Это была машина Романа. Он стоял в моем саду, расхаживая из стороны в сторону, как зверь в клетке. Увидев меня, он подошел к моей Ниве с недружелюбным видом. «Евгений Петрович, нам надо поговорить. Сейчас же». «Добрый день, Роман. Как твое недомогание? Хватит поясничать. Ты собираешься? Нам помочь с этим или нет?» «Помочь с чем?» «С 80 тысячами, которые мы должны за праздник».
80 тысячами, которые вы потратили на праздник, на который меня не пригласили. Послушай, Евгений Петрович, я знаю, что ты злишься, но это уже выходит из-под контроля. Поставщики угрожают подать в суд. Я вышел из машины и пошел к двери своего. Я все еще ее отец. Но она перестала быть моей дочерью в тот пятничный вечер. Ты не можешь говорить серьезно. Никогда в жизни я не говорил серьезнее. Роман сменил тактику, его голос стал умоляющим. Евгений Петрович, пожалуйста, помоги нам на этот раз. Я обещаю, мы вернем тебе все до последнего рубля. Какими деньгами, Роман? Той зарплаты, что ты получаешь, или еще одной из моих кредитных карт? Мы вернем, клянусь. Знаешь что, Роман? Я сделаю тебе предложение. Глаза Романа загорелись. Говори. Продайте мне дом, в котором вы живете. Что? Дом, который я помогал вам купить. Продай мне свою долю. Этими деньгами вы вернете мне то, что должны. И проблема решена. Евгений Петрович, этот дом — наш очаг. Наш дом. Это был ваш дом, когда я был частью семьи. Теперь это просто дом. Роман замолчал, обдумывая мое предложение. Евгений Петрович, ты не можешь говорить это серьезно. Вполне серьезно. Подумай хорошенько, Роман. Это мое единственное предложение. Я вошел в дом и закрыл дверь, оставив Романа стоять в моем саду. Из окна я видел, как он достал телефон и кому-то позвонил. Наверняка Марине. Наверняка, чтобы рассказать ей о моем предложении. Я сел в свое любимое кресло и улыбнулся. Третья фаза моего плана только что началась. Не прошло и 2 часов, как с улицы донеслись крики. Марина примчалась ко мне домой, как ураган, выкрикивая мое имя с тротуара. «Папа! Папа, выходи! Нам нужно поговорить!» Ее голос звучал отчаянно, надломленно, словно она плакала часами. Я выглянул в окно и увидел ее, стоящую у моей двери, с растрепанными волосами и в помятой одежде. Роман был позади нее, пытался ее успокоить, но она... Моя младшая дочь устраивает скандал перед моим домом, словно сумасшедшая. Я решил открыть дверь, прежде чем она привлечет еще больше внимания. Как только я открыл, Марина набросилась на меня, плача и говоря одновременно. «Папа, пожалуйста, ты не можешь так поступить. Ты не можешь заставить нас продать дом. Где мы будем жить? Что с нами будет?» Ее отчаяние было настоящим, но я больше не чувствовал автоматического желания утешить ее, как раньше. Что-то внутри меня изменилось навсегда. «Марина, успокойся. Входи. Поговорим, как цивилизованные люди». Роман вошел за ней с видом побежденного. Они сели в моей гостиной на тот самый диван, где мы провели столько счастливых Новых годов и дней рождения, но теперь казалось, будто в моем доме сидят чужие люди. «Папа, Роман рассказал мне о твоем предложении. Ты не можешь говорить серьезно». «Я говорю совершенно серьезно, Марина. Но этот дом — наш очаг. Мы планировали там растить детей, создавать семью, в которой для меня нет места». Слова прозвучали холоднее, чем я ожидал, но это было именно то, что я чувствовал. Марина замолчала, вытирая слезы рукавом блузки. «Папа, то, что случилось с праздником, было ошибкой. Я признаю это. Но это не может быть настолько серьезно, чтобы ты хотел отнять у нас дом. Я не хочу отнимать у вас дом, Марина. Я даю вам решение проблемы, которую вы сами создали». Наконец заговорил Роман. «Евгений Петрович, дом стоит гораздо больше 80 тысяч рублей. Если вы заставите нас его продать, мы потеряем много денег. Тогда, может быть, вам стоило подумать об этом, прежде чем тратить 80 тысяч на праздник, не имея чем за него заплатить». Марина вскочила с дивана и начала метаться по гостиной, как зверь в клетке. «Папа, это не ты.
Ты всегда нам помогал, когда у нас были проблемы. Ты всегда был рядом. Ты права, Марина. Я всегда был рядом с вами. Но вас не было. Просто дурацкий праздник. Нет, Марина, это был не просто праздник. Это была ложь. Это было предательство. Это вы сказали мне, что я обуза в вашей жизни. Мой голос повышался, но мне было все равно. Пришло время им услышать правду, которую я слишком долго держал в себе. Роман попытался вмешаться. «Евгений Петрович, мы понимаем, что вы расстроены». «Расстроен, Роман, я не расстроен. Расстраиваются, когда твоя футбольная команда проигрывает. Это семейное предательство. Ты преувеличиваешь. Я преувеличиваю. Ты считаешь, что я преувеличиваю?» Я встал со своего кресла и пошел на кухню. Из ящика стола я достал все чеки и квитанции, которые хранил последние 2 года. Счета за ремонт, который я оплатил в их доме. Расписки в получении денег, которые я им одалживал. Чеки за расходы, которые я покрывал, не дожидаясь просьб. Я вернулся в гостиную с кипой бумаг и выложил их на журнальный столик. Видите это? Это 220 тысяч рублей, которые я одолжил вам за последние 2 года. 220 тысяч рублей, которые вы мне так и не вернули. Марина и Роман смотрели на бумаги, не зная, что сказать. Ремонт крыши в вашем доме — 40 тысяч рублей. Заем на машину Марины — 80 тысяч. Новые шины для машины Романа — 30 тысяч. Заем на ваше свадебное путешествие. Я продолжал зачитывать каждый чек, каждую квитанцию, каждый рубль, который я потратил на них, ничего не прося взамен. Марина бледнела с каждой названной мной цифрой. 25 разных счетов, Марина. 25 раз вы нуждались в моей помощи, и я вам ее оказывал, не задавая вопросов. 25 раз я доказывал, что для меня семья на первом месте. Папа, Евгений Петрович, ты никогда не просишь о помощи. Я не прошу о помощи. Когда умерла Надежда, кто, по-вашему, убирал этот дом целый месяц, потому что я не мог даже встать с кровати? Моя сестра Галина. Кто, по-вашему, ходил со мной к врачу, когда я думал, что у меня проблемы с сердцем? Мой кум Игорь. Кто, по-вашему, приносил мне еду 2 недели, когда я болел гриппом? Марья Ивановна, моя соседка. Слезы снова потекли по щекам Марины, но на этот раз они были другими. Это были не слезы отчаяния, а слезы вины. Вы двое были слишком заняты своими жизнями, чтобы заметить, что вашему отцу тоже нужна была семья. Тишина в комнате была такой тяжелой, что ее можно было резать ножом. Роман смотрел в пол. Марина вытирала слезы, но они не прекращались. «Папа, мы не знали». «Конечно, вы не знали, Марина, потому что никогда не спрашивали». Я снова встал и подошел к окну. Снаружи жизнь шла своим чередом. Дети играли на улице, соседи поливали свои растения. Мир продолжал вращаться, как ни в чем не бывало. Знаете, в чем разница между вами и Марьей Ивановной? «В чем?» — спросила Марина дрожащим голосом. «В том, что Марья Ивановна спрашивает, как у меня дела, и остается, чтобы выслушать ответ. А вы спрашиваете, как у меня дела, и уже думаете о следующем, что вам нужно сделать». Роман встал с дивана. «Евгений Петрович, мы понимаем, что совершили ошибки. Это не ошибки, Роман. Ошибки — это случайности. Это было осознанное решение исключить меня из вашей жизни. Что ты хочешь, чтобы мы сделали? Я хочу, чтобы вы несли ответственность за свои решения, как взрослые люди. И если вы не можете продать дом, тогда ищите другой способ достать 80 тысяч рублей». Марина подошла ко мне и взяла меня за руки.
Ее руки дрожали. «Папа, я видел отчаяние, желание выпутаться из проблемы. Марина, ты действительно считаешь, что то, что вы сделали в пятницу, было плохо?» «Да, пап, очень плохо. И почему это было плохо? Потому что мы тебя обидели». «Нет, Марина. Это было плохо, потому что вы меня исключили. Плохо, потому что вы мне солгали. Плохо, потому что вы использовали мои деньги без разрешения. Но прежде всего это было плохо, потому что вы приняли осознанное решение праздновать без меня». «Я поняла, пап. Я все поняла». «Нет, Марина, ты ничего не поняла». Я высвободил свои руки и пошел к входной двери. Потому что если бы ты поняла, ты бы не стояла здесь, прося меня решить проблему, которую вы создали. Ты бы стояла здесь и говорила мне, как вы собираетесь ее решить сами. Я открыл дверь и ждал, пока они выйдут. У вас есть неделя, чтобы достать 80 000 рублей. Если нет, я подаю иск на возврат дома». Марина вышла в слезах. Роман посмотрел на меня со смесью злости и уважения, которые я раньше не видел. «Евгений Петрович, так это не останется. Ты прав, Роман. Это только начинается». Я закрыл дверь и остался стоять с другой стороны, слушая, как удаляется их машина. Я достал телефон и набрал номер Федора Семеновича. «Федор, это Евгений. Мне нужно, чтобы ты подготовил еще кое-какие документы». «Какие документы?» «Гражданский иск о возврате моих вложений в дом Марины». «Евгений Петрович, ты уверен?» «Никогда в жизни я не был так уверен ни в чем». 4-я фаза моего плана только что началась. Следующие 3 дня были самыми спокойными за последние месяцы. Никаких отчаянных звонков от Марины с просьбами о деньгах. Никаких неожиданных визитов Романа. У нее было серьезное лицо, а в руках она держала сумку с рынка. «Доброе утро, Женя. Можно войти?» «Конечно, Галя, проходи». Сестра прошла на кухню и без спроса начала доставать из сумки овощи. Картошка, лук, морковь, свекла. «Что ты делаешь, сестра?» «Обед тебе приготовлю. Видно же, что ты толком не ешь». Это была правда. Последние дни я жил на кофе и бутербродах. Не было никакого желания готовить для одного себя. Пока Галина резала овощи, она говорила, не поворачиваясь ко мне. «Марина вчера ко мне заезжала. И чего хотела? Чтобы я с тобой поговорила. Убедила тебя дать ей шанс. И что ты ей сказала?» Я сказала ей, чтобы она искала подработку и перестала донимать отца. Ответ сестры меня удивил. Я ожидал, что она, как всегда, когда в семье случались проблемы, начнет защищать Марину. «Галя, ты знала про тот праздник?» Сестра перестала резать овощи и посмотрела мне прямо в глаза. «Да, Женя, знала. И почему ты мне не сказала? Потому что я думала, что Марина тебе толком объяснила, почему тебе лучше было не приходить. И что же это за объяснение, что в последнее время ты стал очень меланхоличным с тех пор, как Нади не стало, и что Роман не хотел, чтобы его праздник стал грустным?» Я почувствовал, будто получил пощечину. Меланхоличным. Это сказала Марина, что ты уже не тот, что раньше, что постоянно говоришь о надежде, и это всех смущает. Галя, моя жена умерла 2 года назад. Я не имею права по ней скучать. Конечно, имеешь право, Женя. Но и мы, остальные, имеем право не тащить на себе твою печаль все время. Я замолчал, переваривая слова сестры. 2 года я думал, что моя семья понимает мою боль.
что уважает мое горе, а оказалось, они видели в этом бремя. Ты тоже думаешь, а с тех пор, как не стало Нади, ты Женя, которого нужно утешать, вовлекать, опекать. И это плохо? Это неплохо, брат, но это утомительно. Слова Галины ранили меня больше, чем все, что случилось с Мариной и Романом. Потому что они исходили от человека, которому я доверял. Человека, который был со мной все 73 года. Значит, все так думают. Женя, никто не хочет тебя обидеть. Но мы и не хотим, чтобы каждая семейная встреча превращалась в сеанс психотерапии. Я встал из-за стола и подошел к окну. Снаружи Марья Ивановна поливала свои цветы, как и каждое утро. Она никогда не давала мне почувствовать себя обузой. Наоборот, всегда с теплотой спрашивала о надежде, всегда позволяла мне говорить о ней без спешки. «Галя, знаешь, в чем разница между семьей и чужими людьми?» «В чем?» «В том, что чужие люди относятся к тебе лучше». Сестра подошла и положила мне руку на плечо. «Женя, не говори так. Это правда, Галя. Марья Ивановна, которая знает меня всего 5 лет, относилась ко мне с большим уважением и терпением, чем мои собственные дети, потому что Марья Ивановна не несет ответственности за твое эмоциональное состояние каждый день. Опекать меня? Кто меня опекает? Что-то я никого не вижу. Женя, сколько раз ты звонил Марине в слезах, потому что скучаешь по Наде? Сколько раз ты приезжал к Михаилу без предупреждения, потому что тебе было одиноко? Вопросы сестры заставили меня задуматься. Это была правда, что с тех пор, как не стало надежды, я искал большего общения с семьей. Это была правда, что иногда я звонил просто, чтобы услышать родные голоса. Разве это плохо, что вдовец ищет? Запах жареного лука и моркови начал наполнять дом. Запах, который напоминал мне о надежде. «Галя, ты считаешь, я заслужил то, что они сделали?» «Нет, Женя, не заслужил. Но я и не думаю, что они заслуживают потерять свой дом из-за глупости. Дело не только в празднике, Галя. Дело в годах, когда я чувствовал себя обузой в собственной семье. Тогда поговори с ними. Объясни, как ты себя чувствуешь, но не разрушай их. Разрушать их. Я никого не разрушаю. Я просто учу их тому, что у поступков есть последствия. Сестра налила 2 тарелки борща, и мы сели есть в тишине. Суп был восхитительным, но у меня не было аппетита. Я переваривал все, что услышал. Неужели я действительно стал для своей семьи обузой? Неужели моя боль по надежде так их тяготила? Галя, что бы ты сделала на моем месте? Простила бы Женя. Простила и попыталась бы все исправить. А если бы они не усвоили урок, то, по крайней мере, ты поступил бы правильно. Правильно по чьему мнению? По мнению того Жени, которого я знала 70 лет. Того Жени, который всегда ставил семью на первое место. После обеда Галина ушла. Я остался один в своем доме, думая о ее словах. Неужели я действительно так изменился? Неужели моя боль так их угнетала? Я достал из бумажника фотографию Надежды, ту, что мы сделали на нашу последнюю годовщину.
за 2 месяца до ее смерти. На той фотографии я улыбался. Искренне, не натянуто. Когда я в последний раз так улыбался? В ту пятницу днем зазвонил телефон. Это была Марина. «Пап, мы можем поговорить?» Ее голос звучал иначе. «Марина, ты это говоришь, потому что тебе нужны деньги? Или ты действительно так чувствуешь?» Долгая пауза повисла в трубке, прежде чем она ответила. «И то, и другое, пап. Да, мне нужна твоя помощь. Но я также поняла, что мы были очень эгоистичны по отношению к тебе». «Как ты это поняла?» «Потому что в эти дни, когда ты не отвечал на звонки, я начала думать обо всех тех случаях, когда ты нам помогал, и обо всех тех случаях, когда мы тебя игнорировали. Марина, ты считаешь меня обузой для семьи?» «Обузой? Почему ты об этом спрашиваешь? Просто ответь. Нет, пап, ты не обуза, ты наш папа. Но с тех пор, как умерла мама, ты был печален. Это нормально, но мы не знали, как тебе помочь». Ее слова звучали искренне, но я уже принял решение, которое не собирался менять. «Марина, я ценю твои извинения, но это не отменяет последствий». «Что ты имеешь в виду? Что даже если ты извинишься, даже если найдешь 80 тысяч, есть вещи, которые уже не исправить?» «Какие вещи?» «Это ты скоро узнаешь». Я повесил трубку и набрал Федора Семеновича. «Федор, документы по завещанию готовы?» «Да, Евгений Петрович, хочешь, я им их уже передам?» «Пока нет, но я хочу, чтобы ты назначил семейную встречу на следующей неделе». «Семейную встречу?» «Да. Я хочу, чтобы там были Марина, Михаил и моя сестра Галина. Пора ему знать, что я решил сделать со своим наследством». «Евгений Петрович, ты уверен?» «Абсолютно уверен. 5-я фаза моего плана вот-вот должна была начаться». Во вторник утром я получил звонок, которого не ожидал. Это был Михаил, но его голос звучал странно, нервно. «Пап, мне нужно тебя увидеть». Последние несколько дней я мало что о нем слышал. Только то, что он пытается помочь Марине достать недостающие 40 тысяч рублей. Через час Михаил приехал ко мне домой с выражением лица, которого я не видел у него со времен, когда он, будучи подростком, завалил математику. «Пап, сядь. То, что я тебе расскажу, тебя очень разозлит. Михаил, я уже зол. Не думаю, что ты можешь сделать хуже. Могу, пап, могу». Он сел напротив меня в гостиной и глубоко вздохнул, словно готовясь к ужасному признанию. «Вчера вечером я поехал к Марине, чтобы отвезти ей 10 тысяч, которые смог собрать. Приехал, а дома никого, но дверь была открыта. Я вошел, думая, что они вышли на минутку». Михаил сделал паузу и провел руками по лицу. «Я поднялся в их спальню, чтобы оставить деньги на тумбочке, и нашел то, чего не должен был видеть». «Что ты нашел?» Роман говорил с кем-то по телефону. Он меня не видел. Он был в ванной с приоткрытой дверью, и я услышал весь разговор. «Какой разговор?» Роман говорил кому-то, что ты уже попался в его ловушку, что все вышло даже лучше, чем он ожидал. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Какая ловушка?» «Пап, праздник, твое исключение. Все это было спланировано Романом». Михаил встал с дивана и начал ходить по комнате, как он делал, когда сильно нервничал. Роман сказал тому человеку по телефону,
что убедил Марину, будто лучше отпраздновать без тебя, что он описал тебя как подавленного старика, который испортит праздник своими грустными историями. Марина знала, что это ложь. В том-то и дело, пап. Марина ничего не знала. Роман ею манипулировал. Он сказал ей, что для тебя будет лучше не присутствовать на таком веселом... Его план был устроить дорогую вечеринку, использовать твою карту. А потом, когда ты разозлишься, что тебя не пригласили, Марина будет умолять тебя о прощении, и ты, как всегда, все оплатишь. Но я заблокировал карту. Именно. Поэтому Роман был так взбешен. Его план провалился, потому что ты отреагировал не так, как он ожидал. Михаил снова сел и посмотрел мне прямо в глаза. «Пап, это еще не все». «Что еще?» Роман сказал тому человеку, что если ты и дальше будешь отказываться платить, у него есть план «Б». Какой план «Б»? Заставить Марину обвинить тебя в психологическом насилии. Сказать, что с тех пор, как умерла мама, ты эмоционально над ней издеваешься, требуя, чтобы она была твоей личной сиделкой и психологом. Кровь бросилась мне в голову. Марина с этим согласна? Не знаю, пап. Но Роман говорил тому человеку, что уже посоветовался с адвокатом, и что у них хорошие шансы выиграть у тебя суд. Я встал с дивана и подошел к окну. Снаружи жизнь шла своим чередом, но внутри моего дома разворачивалось предательство, которое выходило далеко за рамки того, что я мог себе представить. «Михаил, ты уверен в том, что слышал?» «Абсолютно уверен, пап. Я даже записал часть разговора на телефон». «Ты записал?» «Да». Я подумал, ты мне не поверишь. Михаил достал телефон и включил аудио. Это был голос Романа, четкий и безошибочный. Старик оказался упрямее, чем мы думали. Но не волнуйся. Если он не заплатит добровольно, Марина скажет, что он эмоционально шантажирует ее с тех пор, как умерла его жена. У нас есть свидетели, которые могут подтвердить, что он стал обузой для всей семьи. Аудио продолжалось, но я уже услышал достаточно. «Михаил, кто еще об этом знает?» «Пап, что ты будешь делать?» «Во-первых, мне нужно узнать, замешана ли Марина в этом плане «Б», или Роман и ею манипулируют». «Как ты это выяснишь?» «Очень просто. Я ее проверю». Я достал телефон и набрал номер Марины. Она ответила на второй гудок. «Пап, как ты?» «Марина, мне нужно поговорить с тобой сегодня у меня дома в 5 вечера». «Что-то случилось?» «Да, случилось. И нам нужно это прояснить. Роман может пойти со мной?» «Нет, только ты». «Пап, ты меня пугаешь». «Марина, ты приедешь или нет?» «Да, пап, я буду». Я повесил трубку и повернулся к Михаилу. «Сынок, мне нужна твоя услуга». «Любая, пап. Я хочу, чтобы ты спрятался на кухне, когда приедет Марина, с телефоном наготове для записи. Я хочу, чтобы ты слышал весь разговор». «Зачем?» «Чтобы узнать, жертва моя дочь или сообщница». Часы до 5 вечера тянулись вечно. Мы с Михаилом все подготовили для разговора. Он спрячется на кухне, откуда сможет все слышать, но Марина его не увидит. Я подготовил ряд вопросов, которые помогут мне узнать правду. Ровно в 5 часов Марина постучала в дверь. Она пришла одна, как я и просил. Она выглядела нервной, но не виноватой. Это был хороший знак. «Здравствуй, пап. О чем ты хотел поговорить?» «Садись, Марина. Это насчет Романа». Лицо моей дочери тут же изменилось. «Что с Романом?» «Марина, мне нужно, чтобы ты ответила мне со всей честностью. Это была идея Романа исключить меня из праздника.
Моя дочь долго молчала. Я видел внутреннюю борьбу в ее глазах. «Пап, Марина, мне нужна правда. Вся правда». «Да, пап, это была идея Романа». «И почему ты согласилась?» «Потому что он сказал, что так будет лучше для тебя, что праздники делают тебя грустным, потому что ты скучаешь». Ложь Романа была более изощренна, чем я думал. «Марина, Роман предлагал тебе обвинить меня в психологическом насилии». Лицо моей дочери стало совершенно бледным. «Что?» «То, что ты слышала. Роман говорил тебе обвинить меня в эмоциональном абьюзе». «Пап, почему ты меня об этом спрашиваешь? Просто ответь, Марина». Он упомянул что-то подобное вчера вечером, но я сказала ему, что он сумасшедший. Что именно он тебе сказал? Что если ты не поможешь нам с деньгами, мы могли бы сказать, что ты эмоционально шантажируешь нас с тех пор, как умерла мама. Марина начала плакать. Но я сказала ему: «Нет, пап, что ты никогда так не делал». И что он тебе ответил? Чтобы я хорошенько подумала, что это наш единственный выход. Я встал с дивана и подошел к Марине. «Дочка, мне нужно, чтобы ты ответила мне от всего сердца. Ты считаешь, что я психологически над тобой издевался?» «Нет, пап, никогда. Ты был лучшим папой на свете». «Тогда почему ты не защитила меня, когда Роман это предложил?» «Почему?» «Потому что я боюсь, пап. Я боюсь, что Роман разозлится на меня, если я его не поддержу». В этот момент я понял, что Марина была не моим врагом. Она была еще одной жертвой Романа. «Марина, ты хочешь спасти свой брак или хочешь спасти свои отношения со мной?» «Я хочу спасти и то, и другое, пап. Боюсь, это уже невозможно». Михаил вышел из кухни с телефоном в руке. Марина удивилась, увидев его. «Миша, что ты здесь делаешь?» «Записываю разговор, Марина, чтобы защитить папу от лжи твоего мужа». Марина была в шоке, увидев Михаила. «Вы это спланировали?» «Нет, Марина», — сказал я. «Мы просто выясняем правду». «Какую правду?» «Правду о том, кто такой Роман на самом деле. И правду о том, какая ты дочь». Шестая фаза моего плана только... Михаил сел рядом с ней и положил руку ей на плечо. «Марина, мы с папой знаем, что Роман тобой манипулировал. Но теперь тебе нужно решить, что ты будешь делать». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что тебе нужно выбрать. Либо ты на стороне Романа, либо на стороне семьи». Слова Михаила были прямыми, без полутонов. Марина посмотрела на меня отчаянными глазами. «Пап, что теперь будет?» «Это зависит от тебя, Марина. Ты будешь и дальше защищать Романа. После того, как узнала, что он собирался со мной сделать. Он мой муж, пап, а я твой отец. Отец, который 40 лет работал, чтобы дать тебе лучшее. Отец, который оплатил твой университет, твою свадьбу, твой дом. Отец, которого Роман хочет обвинить в психологическом насилии». Марина встала с дивана и начала метаться по комнате, как зверь в клетке. «Почему я должна выбирать? Почему вы не можете разобраться с этим как мужчины? Потому что Роман не мужчина, Марина. Он манипулятор, который использовал тебя, чтобы навредить твоему собственному отцу». Михаил тоже встал и оказался перед сестрой. «Марина, послушай меня внимательно. Если ты защищала папу, когда Роман предложил это с обвинениями, почему ты немедленно не рассказала папе, что Роман замышляет?» Марина молчала, не находя ответа. «Я тебе скажу, почему», — продолжил я. «Потому что часть тебя допускала, что, может быть, Роман прав, что, может быть, обвинить меня — это легкий выход из ваших финансовых проблем. Это неправда. Неправда?
Тогда позвони Роману прямо сейчас и скажи ему, что мы все знаем. Скажи ему, что его планам конец и что ты с ним разводишься». Марина дрожащими руками достала телефон, но не набрала номер. «Я не могу этого сделать, пап». «Почему не можешь?» «Потому что в дом, где ты выросла, где тебе всегда будут рады». Слова сорвались с моих губ, прежде чем я успел их обдумать. Но они были правдой. Несмотря ни на что, Марина оставалась моей дочерью. «Ты серьезно, пап?» «Абсолютно серьезно, но при одном условии». «Каком?» «Ты полностью порвешь с Романом. Никаких контактов с ним. Разведешься и начнешь новую жизнь». Марина снова села, обхватив голову руками. «Пап, это не так просто». «Конечно, не просто, Марина. Поступать правильно никогда не бывает просто. Но это необходимо». Зазвонил телефон Марины. Это был Роман. Она посмотрела на экран, потом на меня. «Отвечай. Отвечай, но включи громкую связь. Я хочу слышать, что он тебе скажет». Марина ответила на звонок дрожащим голосом. «Алло? Марина, ты где? Я приехал домой, а тебя нет. Я у папы дома. Что ты там делаешь? Я думал, мы сегодня ужинаем вместе. Роман, нам нужно поговорить». «О чем?» «О том, что ты собирался сделать с моим отцом». На том конце провода повисло долгое молчание. «О чем ты говоришь, Марина?» «О плане обвинить его в психологическом насилии». «Марина, я не знаю, о чем ты говоришь». «Роман, пожалуйста, хватит врать. Кто с тобой там?» «Мой папа и Михаил». «Марина, уходи оттуда немедленно. Эти люди промывают тебе мозги. Эти люди — моя семья. Твоя семья — это я, Марина. Я твой муж. Моя семья — это та, которая любит меня без условий, Роман. Та, которая не просит меня предавать собственного отца». Роман сменил тактику. Его голос стал мягким, манипулирующим. «Марина, любовь моя, приезжай домой. Мы можем все уладить вместе». «Марина, ты только что совершила самый смелый поступок в своей жизни». «Что теперь будет, пап?» «Теперь ты будешь жить здесь, пока мы будем заниматься разводом. А завтра мы все вместе поедем в контору к Федору Семеновичу». «Зачем?» «Чтобы подписать очень важные документы». Михаил с любопытством посмотрел на меня. «Какие документы, пап?» «Документы, которые все уладят раз и навсегда». В ту ночь, впервые за 2 года, я не чувствовал себя одиноким в своем доме. Марина спала в своей старой комнате, которую я сохранил в неизменном виде с тех пор, как она вышла замуж. Михаил остался на диване в гостиной. Мы снова были вместе, как семья. Как и должно было быть, но я знал, что Роман так просто не успокоится. И к этому я тоже был готов. Последняя фаза моего плана вот-вот должна была начаться. В 10 утра следующего дня мы втроем приехали в контору к Федору Семеновичу. Марина нервничала, Михаил был заинтригован, а я был спокоен. Наконец-то спокоен. Федор Семенович ждал нас с несколькими документами на столе и той улыбкой, которая появляется у него, когда он знает, что сообщит хорошие новости. «Доброе утро, семья Романовых! Евгений Петрович, хочешь объяснить своим детям, что мы сегодня будем делать?» «Да, Федор», — я повернулся к Марине и Михаилу.
Дети, на этой неделе я принял несколько важных решений относительно моего наследства. Решений, которые, как я думал, будут окончательными. Но вчерашние события заставили меня изменить свое мнение. Марина посмотрела на меня испуганными глазами. «Пап, какие решения?» «Марина, я полностью исключил тебя из завещания. Все, что предназначалось тебе, я собирался пожертвовать в дом престарелых «Светлый путь». Моя дочь, которая ставит семью на первое место». Слезы покатились по щекам Марины. Михаил тоже выглядел взволнованным. Федор Семенович вмешался. Евгений Петрович решил внести некоторые изменения в последнюю минуту. «Какие изменения?» — спросил Михаил. «Михаил, ты сохраняешь свою долю наследства полностью. В тебе я никогда не сомневался. Ты всегда был предан семье». Мой сын улыбнулся и обнял меня. «Марина, ты тоже восстанавливаешь свою долю наследства, но с некоторыми условиями». «Какими условиями?» «Первое. Ты разводишься с Романом и больше никогда с ним не контактируешь. Второе. Ты переезжаешь ко мне, пока не сможешь встать на ноги. Третье. Ты используешь часть этого наследства, чтобы выучиться на кого-нибудь, кто тебе нравится, чтобы больше никогда не зависеть финансово ни от одного мужчины». Марина заплакала еще сильнее, но это были слезы облегчения. «Пап, я принимаю все условия». Есть и четвертое условие. Какое? По воскресеньям мы вместе готовим любимое блюдо твоей мамы, чтобы помнить о ней так, как она того заслуживает. Я согласна, пап, я на все согласна. Федор Семенович передал нам документы на подпись. Пока мы их просматривали, у меня зазвонил телефон, незнакомый номер. «Алло? Евгений Петрович Романов?» «Да, кто говорит?» «Говорит адвокат Мартынов. Я представляю Романа Соколова в юридическом вопросе». Мы втроем подняли глаза. Федор Семенович тут же включил диктофон на своем столе. «В каком юридическом вопросе?» «Мой клиент намерен подать в суд на вас и вашу дочь Марину за психологический ущерб и эмоциональный шантаж». «Серьезно?» «Вполне серьезно. Мы также будем требовать возмещения 80 тысяч рублей, которые вы должны за празднование». «С какой стати?» «Потому что у меня есть запись, как ваш клиент планирует ложные обвинения против меня. И у меня есть свидетели его психологических манипуляций в отношении моей дочери». На том конце провода повисло молчание. «У меня также есть доказательства того, что он использовал мою кредитную карту без разрешения, что является федеральным преступлением, и у меня есть свидетельство того, что он спланировал всю эту ситуацию, чтобы выманить деньги». «Господин Романов, я не закончил, адвокат. Также оказалось, что я помогал оплачивать дом, в котором живет ваш клиент. И поскольку моя дочь с ним разводится, я подам в суд, чтобы вернуть свои вложения». Это невозможно. Очень даже возможно. У меня есть все чеки. У моего адвоката Федора Семеновича уже готов иск. Федор Семенович улыбнулся и поднял папку, полную документов. «Скажите Роману, что у него есть 24 часа, чтобы освободить дом. После этого мы будем действовать по закону. Господин Романов, может, это можно уладить? Нет, адвокат, это уже не уладить. У вашего клиента были возможности поступить правильно. Он выбрал трудный путь. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Ничего, я не хочу, чтобы вы что-то делали.
Просто готовьтесь к последствиям. Я повесил трубку и посмотрел на своих детей. Видите? Это была последняя часть головоломки. «Какая часть?» — спросил Михаил. Роман, пытающийся реализовать свой план, не зная, что мы уже все знаем. Марина посмотрела на меня с восхищением. «Пап, ты все это спланировал с самого начала?» «Нет, Марина. Сначала я просто хотел преподать вам урок о последствиях. Но когда я узнал о манипуляциях Романа, Мы вышли из конторы Федора Семеновича, снова чувствуя себя семьей. Марина повисла у меня на руке, пока мы шли к машине. «Пап, как ты знал, что все так обернется?» «Я не знал, дочка. Но я знал, что если поступать правильно, все встанет на свои места. А что с пожертвованием в дом престарелых? Это пожертвование все равно будет сделано, но из денег Романа. Как? Когда мы продадим дом, который он потеряет, часть этих денег пойдет в пансионат, чтобы другие старики не прошли через то, что прошел я. 3 месяца спустя Роман потерял дом, был привлечен к ответственности за несанкционированное использование кредитной карты и был вынужден заплатить штраф за ложные обвинения. Марина устроилась работать учительницей и по выходным начала учиться в магистратуре. Мы с Михаилом стали ближе, чем когда-либо, и каждое воскресенье, как и обещали, вместе готовили, вспоминая надежду. Знаете, что я понял из всего этого? Что уважение не выпрашивают, его заслуживают. Что семья — это не те, кто делит с тобой кровь, а те, кто делит с тобой стол. И что никогда, никогда не поздно научить людей, как с тобой обращаться. Моя месть не была идеальной, потому что была жестокой. Она была идеальной, потому что была справедливой. И именно поэтому я теперь сплю спокойно каждую ночь. Дорогие слушатели, как бы вы поступили на моем месте и откуда вы меня слушаете, напишите в комментарии.